Одно из самых красивых зданий, расположенных на улице Пушкина, аккурат в центре солнечной столицы Абхазии, было выделено национальной картинной галереей президентом Владиславом Ардзембо в 1999 году. В разные периоды это двухэтажное строение, ныне полуразрушенное, вмещало в себя то мужскую, то женскую гимназии, поликлинику, медучилище и даже туберкулезный диспансер. С конца 90-х годов здесь, в самом сердце Сухума, должны были найти новый дом абхазские художники. Частичные восстановительные работы в здании проводились несколько раз. Была заменена крыша и сделано межэтажное железобетонное перекрытие. После трагичного пожара, случившегося в выставочном зале республики, после утери драгоценных полотен художников, здание Национальной картинной галереи решено частично восстановить. В пятницу приступили к уборке территории, к очистке. Здесь первый этаж очень безобразно был, мусора столько. Вот человек 10 работают. Сейчас вы видите, все вручную практически за эти 2 дня убрали. Там есть остатки, еще доберем. Вокруг очень много хлама было. Техника работала 2 дня. Почти большую часть убрали. Еще 2 дня надо нам, чтобы это завершить. 3 больших помещения, так скажем, 2 большие под реставрацию и под работу, которые здесь находятся, мы должны туда перевести. Реставраторы непосредственно в этих залах будут работать. 3 реставраторов наших, мы их 2 приняли вот сейчас, с февраля, а 1 был и так до этого, значит, вот у них будет возможность. 3 помещения на 2-м этаже здания будут выделены под хранение картин, а также для работы реставраторов и сотрудников галереи. Комиссия, да, в составе директора Национальной галереи Сурама Сакания, министра культуры Динара Смер. Вот здесь мы были, встречались несколько раз, определили помещения первоочередно, что им надо, какие помещения требуются. Безусловно, один из самых волнующих вопросов – сохранность полотен и соблюдение дальнейших правил безопасности. По словам Руслана Тванба и Сурама Сакания, все необходимые меры обязательно будут соблюдены и, конечно же, будут созданы особые условия хранения полотен. Но мы даже вот такие старинные здания, да, где там преобладает, допустим, дерево, деревянные изделия. Мы недавно я был в МЧС, договаривались, чтобы на их центральный пункт выводить все это. Я не исключаю, что здесь охранник будет сидеть, но мы должны быть уверены, что МЧС вовремя получает сигнал. Значит, в первую очередь, конечно, будет уделено особое внимание электропроводкам. Там охрана должна сидеть, как раз это помещение тоже есть перед входом. Бронированные или железные двери будут, значит, внизу по кругу и решетчатые вот эти вот окна. Как рассказал Сурам Сакания, история здания по улице Пушкина действительно обширна и интересна. В дореволюционной постройке в далеком 1924 году здесь лечился абхазский поэт Иво Когоня, и именно с ним связана трогательная и по-настоящему завораживающая история о дружбе и добрососедстве. По неподтвержденным данным мы знаем, что после того, как Иво Когоня, смертельного больного, привезли, какое-то время он лежал там, как раз со стороны улицы Пушкина. И на этой улице конники из села Джгярды и других, значит, сел приезжали. Почему? Потому что он очень любил конный спорт. И для него, для больного человека, там сделали некое такое импровизированное как бы игрище или игру. На данный момент процесс реставрации картин все еще ведется. Необходимо в России закупать нужное оборудование и материалы, которых нет в наличии в республике. Говорят, искусство и культура воспитывают нации. И важность сохранения национальной культуры не просто безусловно, практически неоценима. Работы в здании Национальной картинной галереи планируется завершить до конца текущего года. И тогда уцелевшие полотна абхазских художников, наконец, обретут дом. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.